takana. Ah. Tamam. Любопытный. Любопытный. А. Ну, ты шла. Ну. Вон ты. Millä tätä selottaa? Monta teis? Начался дождь снова. Только начнешь нормально работать, и дождь начинается. Ну что, здесь пропенил нижний венец, как бы закрыл, все хорошо. И у меня вообще беда с крышей. Ну да ты что, во-первых, там протекает, вот тут течет. Дальше идем. Здесь, смотрите, все пропенил, все хорошо. Здесь течет, ребят, над избушкой, в общем. И где-то вот тут еще. Но это ерунда. Вот здесь вроде где-то от середины надо на крышу мне зайти. Ой, на чердак. И вот тут, в общем, идет прямо на бревно. Вот сюда вода. Это самое хреновое. Вот здесь течь. Надо как-то куском рубероида или чем-то закрыть крышу. Вот этот угол, просто он сгниет. В первую очередь здесь не надо мне что-то сделать в ближайшие дни. Ну, здесь тоже все пропенил. Остается только под нижним венцом, мхом там закрою, все. Утеплюсь, и уже все будет ништяк. Здесь тоже закрою. Здесь самое большое отверстие. Вот это поставим туда. Бля, крыша. В общем, в будущем году что-то будем на крыше делать. Менять кровлю. Вот, сейчас я зайду в избу. Немножко пусть пена подсохнет. И уже обратно все здесь соберу. Немножко пришлось дверь спилить, потому что не мог вытащить. А сейчас нормально. Да, это здесь я, ребят, все оставлю. Я посмотрел, у меня в кладовке есть немножко типографические листы. И уже в первую очередь даже я сейчас уже займусь перед выездом хоть как, но здесь что-то надо сделать. Где-то здесь что-то течет. Надо посмотреть, в общем. Пипец. Ну, кровлю надо менять. Шифер, это уже старый шифер. И, видать, под шифером рубероид тоже полопалась местами. Снега очень много, давит. Не выдерживает рубероид. Вот такие дела. Завариваю чай. Ну, уже, блин, пришлось даже свет включить. Вообще ничего не успеваешь, блин. В одиночку. Туда надо, сюда надо. Сейчас чай попью. И дальше буду продолжать утепляться. Сегодня самое главное нижние венцы утеплить. Ну и сейчас по пути еще, может, суп буду варить. Сейчас консерву открою для Тулана. Там каша уже у него кипит.
разбавлю с консервами. Посмотреть, что за консервы. Не знаю, каким боком открывать, блин. Сказали, что для левши. Что-то и влево, и вправо ни хрена ничего не открывает. Вот так. Непонятно что. Что ты будешь делать, а? Он тоже куда-то уходит, приходит. Так. Ой, блядь. Ну, одно и то же. Я не знаю, на что похожа эта консерва, но сделан для людей. Для человека, чтобы, ну вот, такой кусок, шматок. В принципе, даже я вижу мясо. Вон оно, мясо-то есть. А мясо вкусное, между прочим. Мясо вкусное. И видно, что мясо птицы. Да. Не перепутаешь ни с чем. В принципе, на закуску можно взять. Дешевые консервы. А желе я даже и пробовать не стану. Для тулана самое то. Не, мясо хорошее. Мясо хорошее. Брал в светофоре это. Сейчас я разбавлю с кашей. Все. Почти 9 градусов тепла на улице. Короче, оказывается, у меня еще целая пачка здесь есть. Открыл новую. Попью чай. Сейчас за водой сходил. Ведро еще принес. Там картошку придется чистить. Вода. Еще чайник надо поставить по-новому. Не, у меня сегодня вот так приедешь и суматоха первый день вот так и проходит. Все. Таежный быт действительно и получается. Да, еще забыл сказать. Вот эти капли, вон они, 2 ампулы таких. Вот это получается барс. Капли против блох и клещей. Я забыл капнуть ему в тулану перед выездом. Я хотел, как сказать, в сентябре уже прокапать его, но забыл. И сейчас еще не собираюсь. Посмотрю, ему плохо будет в этом походе или нет. Обычно без капли ему хреново становится, кто-то кусает. Я еще хочу посмотреть на него в этом году. Если повторится, то я сразу моментально его прокапаю. А сейчас, пока он бодро себя чувствует, все хорошо. Так что, ну забыл, что поделаешь. Если не понадобится вот эти капли, я его прокапаю уже в апреле, к маю месяцу, ну или в мае перед походом весенним. Фу. Бля, чай здесь такой вкусный вообще. Почему-то. Вода такая или
Без понятия, но очень вкусный. Просто я обалдеваю от этого чая. Вода вкусная тут. Но и в то же время не напиваюсь. Вот я пью и не напиваюсь. Вот какой-то вот такая вода. Тулан там лежанку ищет. Сейчас накормлю его плотно. Утеплил снизу все мхом. И вот это весной я обратно уберу. Все открою. Пусть проветривается. Это чисто сейчас на осень. И ну, если приедем зимой, тоже дополнительно еще снегом все закроем. Вот так. По всему вокруг избы там прошел. Короче, наконец-то я эту работу закончил. Тулана посадил на цепь, он лежит в будке. Все, сегодня гулять его не отпущу больше. Вот. Ну что, сейчас я буду готовить ужин. И стемнеет, ё-моё. Наживляю первую ловушку. Это на мышей. Блин, противно, если честно, когда в избушке мыши. Тулан пищит. Кашу уже, поставил там, пусть остынет немножко. Вот так мажешь маслом. Чистой рукой вот взял.
Второй раз уже ковыряться не стану там. Ну и здесь у меня на нитках, ну с нитками там намотал хлеб еще. И вот так мажешь, а масло не придут. Да и тулан она будет мне трогать эту мышеловку. Ну еще так вот ставишь. Если они есть, моментально попадут. Все. Да, она это не на месте, потому что тулан будет носом там. Нет, туда, наверное, выше подниму. Ну, поближе сейчас покажу. Вот. Мышка, короче, наступает, ну, начнет там приваду облизывать, кусать, лизать там. И, как сказать, наступит и сработает вот это все. Конструкция потом придавит. Ну, еще вторая мышеловка там в избушке там тоже буду настораживать. Не знаю, есть они или нет, но мышеловка должна так всегда стоять. Смотрите, до туда банку поставил. До туда, короче, до банки, ребят, примерно 50 метров. Сейчас я хочу пару выстрелов сделать, хотя бы один или два. Сейчас поставил, но хватит тулан. Поставил оптический прицел и, короче, закрутил нормально. И перед выходом на охоту проверю, в банку там попаду или нет. Ну, всякое бывает. В прошлом году бывало тоже не пристреливал. Ну, бывает, снимаешь оптический прицел, ставишь, и уже пули летят не туда, куда надо. Одним словом, я сейчас проверю, бахну пару раз, а там видно будет. Выше пошла пуля. Ну, меня немножко шатает. Чуть-чуть выше. Еще разок бахну. Выше, значит, выше. Сейчас не знаю. Дук ты! Чуть выше идет. Пойдем посмотрим. Заодно, ребят, баню посмотрим, тоже печку. Но я-то уже посмотрел, я вам хочу еще показать. Весной. Вот видите, чуть-чуть труба вверх идет, это значит печка немножко просела. И переделали. Баня по-черному была. А печка ровно стоит. Вот как ни странно, ровно стоит. Вот. Щель ничего не закрывал пока. Уже здесь будем в этом году мыться. Мне жар не нужен, мне просто сполоснуться еще. Нары немножко тоже, как всегда, косо стоят. Ну, выдавило этот стол, выдавило. Так, ладно. Все нормально. Печку не надо ничего переделывать. Сейчас глянем, куда пули пошли. Тикс. Вот, ребят. Вот. Так, сперва вот сюда попал. Первая пуля, потом вот сюда. Вроде так. Вот. Ну, примерно разброс хороший. И мой косяк, что вот, скажем,
Мне надо чуть-чуть пониже стрелять. И косяк в том, что влево-вправо уходит, потому что я толком упора такого особо нету. Шатает все равно. Ну, нормально. Чуть-чуть ниже. Вот я в середину прицелился. Вот сюда надо прицеливаться. Сейчас еще контрольный выстрел один сделаю. Ну, примерно вот сюда прицелюсь. Колени так. Все равно как-то упор не такой. Если сейчас попаду, я буду доволен. В принципе, к охоте готовы. Если нет, так нет. Что ты делаешь? Попал. Тоже чуть выше. Ну, нормально. Также туда прилетело. Вот так был. Чуть-чуть левее идет. Чуть-чуть левее и выше. Ну, в принципе, понятно. Для меня это все ясно. Ну, разброс неплохой. Надо вот сюда прицеливаться. Сейчас без съемки выстрелил, в середину попал. Ну, как ни странно, почему-то чуть-чуть выше идет пуля. Ну да, нормально так попал. Сейчас еще последний раз бахну. Тоже попал. Ну, в принципе, нормально. Все. Чуть-чуть надо ниже. Сейчас пуля идет. Раньше в яблочко прицеливался. Сейчас чуть-чуть надо ниже стрелять. Может, погода влияет, давление тоже очень большую роль играет для мелкашки. Нормально. Вообще класс. Вообще класс. Вот. Это без съемки вот сюда я попал. А сейчас уже этот последний выстрел. Ну, прицеливался примерно вот сюда. Даже не под яблочко, а вот сюда. И в середину, во-первых. Ну, по центру я имею в виду. Ну, вот разброс. Вот. Сантиметр полтора, наверное. Ну, нормально. Короче говоря, чуть-чуть ниже яблочка надо. Вот середина, вот где-то примерно вот сюда надо прицеливаться. Угу. Ну, понятно. После этой пристрелки, если вдруг я не буду попадать в птицу или какой-нибудь зверька, это значит мой косяк. Это значит, я немножко неправильно прицеливаюсь, расстояние неправильно подсчитал. Ну, нюансов много. А так, винтовка не виновата. Оружие Север, в принципе, я доволен этим оружием. Уже сколько лет я охочусь. Давно уже я это покупал, наверное, лет 20. Для промысла самое то. По птицам, по кунице, по белкам. Оптический прицел старый сегодня я взял. Оптический прицел у меня Пилад 4х32. Он легкий, компактный. Есть еще Вестхунтер, но он более мощный. И с ним, наверное, зимой буду охотиться на лугах, на полях, где на больших расстояниях прицеливаться, там уже 100 метров. А здесь рябчиков стрелять, в принципе, до 50 метров. Этот прицел пускай будет. Будем охотиться с ним. Смотрите, погода, ребят. Сейчас уже солнце садится вон за горизонт, но и немножко проясняется. Может, завтра хорошая погода будет. Хотелось бы. Дождь, это, конечно, тоже осень. Дожди будут идти на охоте, там дождь это ни к чему. Именно на птицу. Они тоже сидят где-то под елками, особо не выходят,
Не свистят рябчики. Тихо себя ведут. Посмотрим, что будет завтра. Все, пена уже остыла. Как бы все четко, герметично все получилось. Все класс. Что на сегодня я задумал, все сделал. Еще мне сухие дрова надо расколоть. Сухие дрова. И в принципе все это сырые дрова я спилил и расколол на большие такие вот чурки. Они мне пойдут на ночью буду подкидывать. Жар держать, температуру. Ну, полен 4-5, наверное, за ночь уходит. И все. Вот. Сейчас я тулана буду кормить. Ружье почищу. И, в принципе, ужин готов. Суп сварил. Мангал сегодня устанавливать не буду. Когда я здесь буду готовить, сюда поставим. Здесь еще с костром посидим. Вон туланчик. Я, ребят, еще не успокоился. Еще 3 выстрела сделал. Первые выстрелы вот стандарт СК. Вот что я вам снимал, показывал. Стрелял вот из этих патронов. Хорошие патроны. Тихие. На рябчиков самое это. И 3 выстрела вот этот. Охотник 370. Охотник 370. Он получается... Вот остатка у меня. Остатка сладкая. Вот. Черные гильзы. Вот, сейчас я покажу, куда я попал. Расстояние 50 метров. Только звук выстрела бешеный, блин. Вообще жесть. Вот, охотник 370. Вот они. Пульки. Первая пуля, скажем, СК, я прицеливался вот сюда. У меня попадали, ну, примерно, наверное, 2 сантиметра выше идет пуля, вот, если вот сюда прицеливаться. Охотник 370, первая пуля, вторая, и это 3-я пуля. Вот. Прицеливался вот сюда, крестиком, вот, под яблочку. И еще немножко выше идет. Вот, чуть-чуть даже на сантиметр надо, ниже еще. Так что где-то сантиметров на 5 выше идет пуля. Это очень громкий патрон, вообще жесть. Очень громкий патрон, ребят. 370 охотник. Вот. Ладно. Вот теперь все. Теперь я понял, что и как. Эти патроны тоже с собой возьму, эти остатки. Ну, в основном на рябчика, на ССК буду охотиться. Тоже у меня позапрошлом году покупал остатки. Вот есть. Буду тратить. Ребят, колю дрова. Это сухие дрова. Сейчас сходил. У меня там ну, с десяток, наверное, чурок. Под навесом тоже жестянкой закрыл, чтобы дождь не попадал. И, между прочим, там дерево свалилось, сломалось прям. И чуть ниже середины где-то. Ну, 2 метра, наверное, пень там стоит. И там закончить, ну, желательно, сейчас, может, уже буду в этом походе пилить, заготавливать, или же весной спилю. Там сухая елка сломалась. Ну, сгнила, может, из-за этого. Короче, ветром повалило дерево. Что-то не очень хорошо ходится.
Крепкая елка. Крепкая елка. Без дров, ну просто никак, ребят. Дрова надо. Чтобы сегодня от дождя нету сейчас в данный момент. Я быстро-быстро заготовлю. И будут дождливые дни. Чтобы с дровами не возиться. И вот это, наверное, как сказать, наполовину. И там на угли подкину. Дождливые дни там взял. Дрова сухие есть, хорошо. Сейчас немножко там заготовлю. Там у меня есть еще в запасе. Самое главное, ну, ночью, если не потухнет печка, эти дрова, они не нужны. Сырые подкинул и дальше будет топиться печь. Ну вот, пока хватит. Вот и все, это последняя работа на сегодня. Последняя работа, и опять уже облачно становится, потемнело сразу же. Бля, опять дождь, наверное, будет. Дрова хорошие. Елка. Моя любимая елка. Здесь буду складывать. Избушка есть. Вот. Здесь небольшой запас сделаю. И все. Если вдруг понадобится, самое главное, чтобы дрова сухие всегда были. Сейчас пока погода не очень, может даже и далеко ходить не станем. Вот еще. Готовлюсь ужинать. Сегодня, ребят, не знаю, в начале фильма сказал или нет, 8 октября. 8 октября приехали. В прошлом году, не знаю, надо в тетради посмотреть, какое число я приехал сюда на охоту. В этом году получилось приехать 8 октября. Вот такой наваристый суп. Очень наваристый, вкусный. Как я говорил, этот суп уже много раз показывал. Ничего такого нового. Мясо цыпленка, консервы. Пачковый суп. И что еще? Получается еще картошка. Соль даже и не добавлял. Сюда еще бахну майонез. Немножко поснимал сегодняшний день, что я сделал. Быт у избы, как говорил сегодня у меня. Завтра, надеюсь, будет более-менее хорошая погода. Если будет погода, наверное, сходим с ружьем куда-нибудь. В планах на рябчика и на глухаря. По сосновому лесу будем ходить, по ельнику. Ну, как обычно. Как обычно. Ничего у меня не меняется.
Только из года в год время летит быстро. А так по своим тропам хожу. По возможности что-то новое стараюсь как бы узнать. Конечно же, каждый год по одной и той же, по одному и тому же месту не получится идти. Все равно где-то по разным местам. В прошлом году чего стоило, там ходил. Ну, все я вам снимал. Вот. Ну и вот в этом году тоже буду снимать. Тулана накормил. Сейчас сам тоже кушаю лучком. Завтра уже включусь также. Посмотрим, какой будет день. Первые дни, конечно, тоже как-то, когда начало охоты, не понимаешь, чего начать, куда с первый день идти. А потом, коли устанем и будем идти своей дорогой. Вот сейчас попробую хоть на соль, как он. В принципе, нормально, я еще немножко добавлю соль. Вот такую точилку взял. Ребят, советую. Если увидите в магазинах, в хозтоварах, рыбка она называется, берите смело. Можно нож заточить и ножницы. Реально, это я в рюкзаке даже буду носить. Пускай будет. Где-то что-то заточить топор или же просто нож там 2 раза там провел и реально затачивает. Даже ножницы затачивает. Вот. Ну а в остальном все, наверное, ребят. Давайте я ужинаю и что делать. Только отдыхать, спать. Время 5 часов вечера. На улице уже никуда не пойдешь. Такая вот сумерки. Да и дождь начался. Все, первый день закончился. Давайте, до завтра. Завтра будет день опять. Посмотрим, тайга что нам даст.